Высокая сухая трава портит весь внешний вид подъезда к памятной стеле. Местная администрация сетует. Аккуратно белой краской ступеньки к памятнику покрасили. А вот побороться с травой на должности косильщика никто не хочет. Поэтому трудовому десанту, который еще и чтит историю родной страны, тут только рады. Он как никогда кстати. А проект «Маяки дружбы» – это как раз про укрепление межнационального согласия через совместный общественно полезный труд. Самые основные бои вот на этом хребте. Бои за Малгобек, они сыграли одну из важных ролей в защите Сталинграда. Потому что немец отсюда уже не мог перебросить свои части на Сталинград. Оказаться в месте, где проходила линия фронта и шли кровопролитные бои, для волонтеров важно и весьма волнительно. Девушки из Донецка не понаслышке знают, каково находиться на линии боевого соприкосновения. София Давидян рада оказаться в горной Ингушетии. Вчера мы ходили на башни, на экспедицию, мы раскапывали много чего интересного, мы нашли грабли, утюг, тяпки, такое, вилы даже. Большую часть времени волонтеры будут проводить в горах, в экспедициях по башенным комплексам. Основная цель – помочь в раскопках и уборке территорий. Волонтеры «Маяков дружбы» сейчас трудятся не только в Ингушетии, но и в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Организаторы проекта – Федеральное агентство по делам национальности России, Межрегиональное общественное движение за межнациональное согласие «Маяки дружбы» при партнерстве Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. С момента основания проекта уже более 8 лет. Этот проект проводится в Республике Ингушетия. Первый стартовый пилотный проект проходил у нас в республике. И с тех пор мы наращивали темпы участия в данном проекте. В разных регионах принимают участие представители Республики Ингушетия. В 2025 году у нас 2 человека, 2 волонтера здесь, как принимающая сторона. И 2 волонтера уехали в город Нальчик. И там будут работать на памятниках архитектуры Кабардино-Балкарской республики. Самое главное, это, конечно, сохранение исторической памяти. Именно то, что год 80-летия Великой Победы разные регионы сегодня объединяются, они ходят в гости, узнают культуру, но и посещают вот такие вот памятники. Это очень важно, потому что это не только сближает, но и именно воспитывает в них чувство патриотизма и ответственности за историческую память. Волонтер из столицы нашей Родины Мария Усердная о проекте «Маяки дружбы» раньше не знала, зато была знакома с Ингушетией. Буквально месяц назад она посещала республику с другим проектом. Узнав, что планируется снова мероприятие в регионе Башен, который запал ей в душу, рванула волонтерскую поездку без раздумий. Сама Ингушетия, конечно же, засела в сердце, такие виды прекрасные у вас тут. Ну и стало интересно прикоснуться к истории Ингушетии, поучаствовать в чем-то важном для ее истории. Они помогают на объектах культурно-исторического наследия и таким образом знакомятся с регионом. А еще подают хороший пример волонтерского рвения беречь и ухаживать за памятниками истории. Находясь в том месте, где чтится подвиг героев, мы не смогли остаться безучастными и тоже присоединились к наведению порядка у стелы, посвященной 337-й стрелковой дивизии. Проект «Маяки дружбы» продлится в Ингушетии до 20 сентября. Анастасия Шишина, Мавлад Гиль Ахильгов, Магаз 24.